Как часто мы слышим фразу «родному языку я ребенка и дома научу». Мы все осознаем проблему родного языка, при этом зачастую не требуем законной реализации права на обучение наших детей на родном языке. В данной серии передач мы с вами затронем непростой вопрос обучения наших с вами детей на родном языке. Обговорим все «за» и «против», а также научимся отстаивать наши законные права. Многие родители отказываются от обучения своих детей на родном языке ввиду того, что считают, что обучение на крымско-татарском языке пагубно влияет на качество получаемых знаний. Естественно, такая мысль имеет место быть, ведь каждый родитель желает своему ребенку лучших из доступных знаний. Но как часто мы боимся копнуть глубже и разобраться, а как же в действительности наши дети получают знания по специальным предметам при обучении на родном языке. Вспомним, что ввиду исторической несправедливости, являющейся трагедией для нашего народа, длительное время наш язык не имел возможности развиваться, и по этой причине основную информацию по специальным предметам так или иначе ребенок получает на русском языке. Как правило, обучение ведется на двух языках в доступной для учеников форме, с учетом их индивидуальных способностей, что развивает в детях билингвизм. Именно массовое обучение детей в дошкольных и школьных заведениях позволит нашему народу в будущем создать должную базу знаний языка для того, чтобы заполнить пробелы в специальной и научной терминологии. Также многие родители отказываются от обучения своих детей на родном языке из-за тех сложностей, с которыми придется столкнуться на местах. К сожалению, именно в Крыму дошкольные и школьные учреждения не содействуют в реализации законного права обучения на родном языке, а некоторые оказывают прямо противоположное влияние. В серии наших передач мы докажем вам, что добиться обучения ваших детей на родном языке вовсе не сложно, а также в доступной форме объясним вам, как это сделать. А сейчас давайте проговорим основные нормативно-правовые акты, которые регулируют право получения образования на родном языке. Статья 14 Федерального закона об образовании в РФ. Граждане имеют право на получение образования на родном языке. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. Статья 10 Конституции Республики Крым. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки. Статья 19, часть 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. На основании этих и других нормативно-правовых актов Министерством образования Крыма создана дорожная карта, которая является инструкцией по формированию крымско-татарского класса в вашем учебном заведении. В следующей программе мы с вами подробно пройдемся по каждому пункту в этой дорожной карте, а также научимся заполнять заявления по организации обучения на родном языке. С вами была Севиль Юнус. Подписывайтесь на страницу Зейтун онлайн в социальных сетях. Увидимся в скором времени.